прямом эфире субботний выпуск новостей Татарстана. Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова. И в начале о главных темах выпуска. Служу России. Для настоящего мужчины это, наверное, самый памятный, знаменательный день в его жизни. Что присяга значит для мужчины? Клятву первокурсников танкового училища услышал Рамиль Шайдуллин. На кого надеются жители поселка Васильева, переходя дорогу? Никаких тротуаров нет, одни лужи и грязь. О дорожной обстановке Альбина Минибаева. Развод по телефону. Позвонили представители из пенсионного фонда. Как не стать жертвой мошенников, расскажет Александра Севастьянова. Вместе готовим, вместе едим. Вот у них самое вкусное. Знаете, почему там стояла? Потому что у них меньше воды, она очень наваристая. На гастрономическом фестивале «Свияжская уха» побывал Сергей Хайдаров. Сегодня президенту Татарстана вручили памятный знак главнокомандующего сухопутными войсками. Награду Рустам Минниханов получил из рук начальника Казанского высшего военно-командного училища Кирилла Кулакова. Памятный знак присужден за особые личные заслуги и большой вклад в развитие сухопутных войск. За Россию до конца. Сегодня первокурсники Казанского танкового училища приняли военную присягу. Отныне защищать Россию готовы еще 120 парней в погонах. Слова клятвы услышал и Рамиль Шайдуллин. Россия, Татарстан, командное училище. Два флага и знамя. Только верные этим символам здесь становятся настоящими мужчинами. Таким своего сына хочет видеть и уфимец Андрей Ядров. Я сам всю жизнь мечтал, это была моя мечта, но она не осуществилась, поэтому он мою мечту, наверное, воплощает, скорее всего. 120 новобранцев, среди них и надежда отца, курсант Максим. Первый из семьи, кто станет офицером. Пусть со второго раза, но смог поступить. Уверен, что за годы обучения вы сможете не только получить военное образование, стать частью воинского братства, но и в полной мере приобщиться к богатым культурным традициям многонационального народа Татарстана. Еще немного, и курсанты начнут свой путь к мечте стать офицером. Через минуту они произнесут присягу на верность Отечеству. Самые сильные слова в жизни мужчины. Клятва дается раз и на всю жизнь. Выполнять требования воинских уставов, приказы командиров, начальников и защищать Отечество. Это то, что курсант берет на себя. Может на годы, а может и навсегда. Для настоящего воина, для настоящего мужчины это, наверное, самый памятный, знаменательный день в его жизни, который он пронесет в своем сердце, в своей душе на всю свою жизнь. Так начинаются их будни. Торжества сменяет распорядок. Курсанты отправляются в расположение. После присяги они становятся военными. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. В Татарстане капремонт многоквартирных домов близится к завершению. Об этом сообщили сегодня на традиционном субботнем совещании. Продолжается капитальный ремонт 4 образовательных учреждений и на 8 объектах культуры. На совещании также обсудили и ход подготовки к отопительному сезону. Практически 100% готовность к осенне-зимнему периоду на объектах социально-культурной сферы. Остальное планируют завершить до 15 сентября. Мы не знаем, как будет погода меняться, особенно школы, садики, объекты здравоохранения, они все 100% должны быть уже готовы. Ну и жилой фонд. Потому что по-разному бывает. К сожалению, от нас это не зависит. Все должно быть готово. И здесь же на совещании президент Татарстана, говоря о ходе уборочной, предупредил: ожидания ничего не дает. В кабинете министров рассмотрели основные причины отставания. Во-первых, дожди, а во-вторых, нехватка техники. Раз уже мы оказались в этой ситуации, надо максимально организованно использовать вот те окна, когда дождя нет, надо заходить и работать. В выходные утро для жителей поселка Васильева поход за покупками превращается в рискованный маршрут. На одной площадке кипит торговля и расположена парковка. Любой необдуманный шаг может привести к дорожно-транспортному происшествию. Альбина Минибаева обо всех дорожных препятствиях в поселке. Господи, благослови пройти по улице, страшно ходить. В магазин и на рынок только с молитвами так добираются жители поселка Васильева. С одной стороны непроходимые лужи, с другой – автомобили. Слева нет тротуара,
И так до конца дороги. И так до конца дороги. И никто не бикнет себе, не бибикнет, чтобы ты отошла куда-то. Без тротуара объездная дорога с улицы Дзержинского превращается в рискованный маршрут. Местный рынок заставлен легковыми и грузовыми автомобилями. Первое правило покупателей – смотреть в оба и только потом сравнивать ценники. Раннее утро, торговая площадь, и жители, как всегда, идут отовариваться. Здесь и пешеходы, и водители. Для того, чтобы перейти дорогу, нужно быть, конечно же, особенно внимательным. Машины могут появиться абсолютно с разных сторон. Хотелось бы увидеть здесь уже какую-то такую цивилизацию. Эту цивилизацию просил и Рафис Ахтямов у администрации поселка. Но пока местному жителю, видимо, лучше надеяться на свою внимательность. Нам сказали, что у нас нет средств, чтобы построить там тротуар, сделать тротуар и все прочее. Раньше жители ходили через санаторий, но теперь и там дорогу закрыли. Водителям тоже приходится быть постоянно начеку. Здесь освещения нет, на лескомбинате, там, где тоже пешеходный переход, нету освещения. Допустим, вот позавчера чуть на пешеход не наехал, честное слово. Руководство поселка признает опасную дорожную обстановку. В планах войти в программу «Безопасность дорожного движения». Но появятся ли пешеходные дорожки, пока так и не ясно. Нам вообще в планах мы хотим положить 2 лежачих полицейских, чтобы ограничить скорость передвижения автотранспорта. Ну и, наверное, будет логично сделать там пешеходный переход. Точной даты, когда дорога станет безопасной, нам так и не назвали. Пешеходам и водителям остается делить одну дорогу. Да, ну вот стою, минут 20. Альбина Минибаева, Андерсон Тальцев, ТНВ, Зеленодольский район. Байкеры против наркотиков. Сегодня представители 2 клубов призвали подростков к здоровому образу жизни в рамках антинаркотической акции «Выбери свой путь». Ее организовало Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Татарстану. Основная цель акции – пропаганда здорового образа жизни. Школьникам устроили настоящий шоу, где выступили участники байкерских клубов. Я благодарен вот этим 2 клубам, которые очень активно приняли участие. На своем примере они показывают, что байкеры, они не просто какие-то ароматичные образы, но на самом деле они успешные люди, которые ведут здоровый образ жизни. Это было продемонстрировано наглядно. Вместо прибавки убыток в Татарстане участились случаи мошенничества с пенсионными выплатами. Причем действуют по телефону. Как работает новая схема и что делать, чтобы не попасться на преступный крючок, выясняла Александра Севастьянова. Мне позвонили на сотовый 4 числа в 16 часов 05 минут, где-то в это время. А дальше все по сценарию. Представились сотрудниками пенсионного фонда, втерлись в доверие к потенциальной жертве, обратились по имени-отчеству и даже назвали такую конфиденциальную информацию, как дата обращения в фонд. Затем приманка. Знает ли Салима Володина о том, что ей полагается доплата за стаж? Общая сумма 11 с чем-то тысяч якобы начислили. И вот эту сумму они должны перечислить мне сейчас на карточку. Вот, и, значит, спросили номер карточки. Доверчивая пенсионерка продиктовала. После разговора пришла СМС. Володина думала, доплата. Нет, с карты сняли все деньги. Обидно, но одно смутило. Откуда у мошенников личные данные клиентов пенсионного фонда? Точное число пострадавших сейчас назвать трудно. Их уже десятки, а то и сотни человек. И чтобы не попасться на уловки мошенников, очередное напоминание. Сотрудники пенсионного фонда не звонят первыми. Телефонное мошенничество с пенсиями – явление для республики относительно новое. Раньше, если случаи фиксировались, то они были единичными. Сейчас же проблема носит массовый характер. Сотрудники Государственного пенсионного фонда, они не осуществляют телефонных звонков граждан с целью уточнения номера СНИЛС, страхового свидетельства, тем более данных банковских карт либо каких-то иных документов. Сотрудники пенсионного фонда ведь не посещают граждан дому, не шляют по квартирных обходов. А вот мошенники домой приходят. Только при личном контакте с начала года в Татарстане зарегистрировано 24 случая социального мошенничества. Если неизвестные люди пытаются выведать у вас информацию о пенсионных накоплениях или предлагают провести какие-либо манипуляции с ними, немедленно прекращайте разговор с незнакомцами и обращайтесь в полицию. Отсюда просьба к пенсионерам быть бдительнее и не передавать свои данные сторонним лицам. Александр Севастьянов, Ильшат Мухаметов, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Сама построила, сама снесла. В Нижнекамске пенсионерке пришлось разобрать свой собственный сарай. Такое предписание экологической инспекции. Строение располагалось на береговой зоне и закрывало доступ к воде, что противоречит законам. За его исполнением наблюдали экологи и наша съемочная группа. Эту хозяйственную постройку, как и дачный дом, Елена Павлова возвела своими руками, а замстроительства училась в интернете. Самостоятельно придумала проект, закупила необходимое оборудование и материалы. Проект простейший. Коробка
обшитая коробка. Какие тут сложности могут быть? Самое сложное было установить стойки несущие, а все остальное делается элементарно. Сегодня Елена вынуждена ломать то, что сама же и построила. Сарай расположен на берегу озера, а это строго запрещено. Любые постройки и ограждения должны находиться от воды на расстоянии не менее 20 метров. Только вот Елена узнала об этом совсем недавно, когда решила приватизировать дачу. После демонтажа эту постройку я перенесу выше на участок за 20-метровую зону. К примеру Елены Павловой последовали ее соседи по даче. На их участке проходу к воде мешал забор. Однако далеко не все нижнекамцы так покладисты и согласны избавиться от незаконно установленных конструкций. Некоторые уверены, если их дачный участок расположен на берегу реки или озера, то и часть пляжа по праву принадлежит им. По словам специалистов Министерства экологии, им часто приходится решать подобные конфликты в суде. Некоторым приходится выдавать представления для устранения выявленных нарушений. Если же жители все-таки отказываются выполнять представления, то направляются иски в суд для принудительного, сноса построек. После дело переходит в руки судебных приставов. Именно они следят за исполнением решения суда. И еще, помимо оплаты всех судебных тяжб, нарушителю также придется заплатить внушительный штраф. Светлана Звонарева, Эльвира Софиуллина, Ренат Харасов, ТНВ Нижнекамск. Рустам Минниханов поздравил Казанский университет со 189-летием Льва Толстого, одного из самых известных студентов Казанского университета. В своем поздравлении президент отметил вклад писателя в отечественную литературу и заметил, что именно в Татарстане состоялось духовное рождение Толстого. Татарстанские парламентарии разделили радость с кабардино-балкарскими коллегами. В Нальчике отпраздновали 460-летие единения народов Кабардино-Балкарии и России. Торжественное заседание прошло при участии главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. От имени руководства Татарстана коллег поздравил Фарид Мухаммедшин, отметив доверительные партнерские отношения, которые сложились между республиками. И по поручению президента Татарстана вручил главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову орден Дуслык. Сегодня же подписали соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Татарстана и Контрольно-счетной палатой Кабардино-Балкарии. А руководители комитетов обсудили вопросы о взаимодействии при разработке нормативно-правовой базы. Тепло нас приняли. Мы в памяти увозим теплоту этих отношений, гостеприимства. И на базе подписанных межправительственных и межпарламентских соглашений обязались сотрудничать и еще больше трудиться. Фестиваль мусульманского кино продолжается. Сегодня, как и 4 предыдущих дня, показы, обсуждения и встречи со звездами кино. Сложнее всего жюри. Им пришлось отсмотреть 782 фильма из 61 страны. О фестивальных днях Эльмира Шимарданова. Звезды, красная дорожка, цветы. То, что на поверхности обычно видно обывателю. А является ли фестиваль фестивалем в полном смысле, создавая почву для чего-то нового? Об этом можно судить хотя бы потому, что лет 10 назад татарстанских картин практически не было. А сегодня их такое количество, что создали целую секцию «Национальное кино». Если бы не было фестиваля, этого бы точно не было. Еще в детстве решил связать свою жизнь с кино, мечтал стать актером, а сегодня сам решает кинематографические судьбы, давая оценки работам молодых режиссеров и начинающих актеров. В отборочной комиссии «Кинотавра» составил. В этом году я видел 60 русских фильмов. И в прошлом, и в позапрошлом. А из них мы 14 отобрали. Специальные гости нынешнего фестиваля Ильхам Шахин. Актриса представляет на фестивале программу Асуанского фестиваля женского кино. Исполнительница главной роли в фильме «Женский день». Эта картина вошла в конкурс игрового полного метра. Это единственный фестиваль, который связывает и кинематограф, и ислам. Иранский кинематограф из года в год ведущий в мусульманском мире. В прошлом году на Казанском фестивале иранские фильмы взяли сразу 3 награды, в том числе Гран-при. Кинодистрибьютор из Ирана Ализера Шахрахи картины, снятые татарстанцами, демонстрирует в иранском кинопрокате. Если в этом году еще будут хорошие фильмы, они еще повезут. То есть они ведь не только привозят свои фильмы, они и хотят собрать российское кино. Наталью Варлей на фестивале ждали многие, но из-за болезни она не смогла приехать. Но все же образ любимой актрисы на фестивале появился в картинах «Плода Юдак». Имена лауреатов во всех номинациях станут известны 11 сентября на церемонии закрытия фестиваля. Эльмира Шимарданова, Рамзиль Гарипов, Данил Филатов, ТНВ Казань.
«Моя семья, мои таланты». Сегодня в Доме дружбы народов отсмотрели номера предстоящего конкурса «Семейный Чкавиль». Он призван дать районам Татарстана возможность поделиться своим опытом сохранения семейных ценностей. Конкурсанты готовят песни, танцы и театрализованные номера. А дуэт мамы и сына из Бугульмы вновь докажет, что и невозможное возможно. У Радика врожденный паралич. Мы смогли развить в нем эти таланты. Один из талантов – отличная речь. Мы поем несколько раз в день. А сейчас нам подарили звукозаписывающую, студию, и мы будем в понедельник записывать свой диск. У кого уха вкуснее? Чтобы это выяснить, в Свияжске встретились рыболовы, повара и просто любители ухи. На суд гостей фестиваля «Свияжская уха» свое блюдо представили 5 команд. У каждой свой особенный рецепт и техника приготовления супа. С ним познакомился и наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сазан, потом судак, щука. И берши обязательно должны быть. Это лишь один из секретов приготовления густой и наваристой ухи. Чтобы проверить, кто лучше готовит это блюдо, в Свияжске встретились сразу 5 команд. За несколько месяцев до нашего мероприятия мы объявили, что можно записываться. И просто это люди на самом деле разные. Есть команда из Свияжска, есть люди из Казани, которые приехали. Это самые разные участники. У каждой команды уха особенная. В погоне за победой все они не боятся экспериментировать с ингредиентами. У кого-то картошка помельче, а кто-то просто режет пополам. Многие готовят это блюдо рыбаков не в первый раз. Второй. Уха – это мужское такое блюдо. Во время рыбалочки на природе самое топ. Недостаток опыта компенсирует слаженной работой. Нужно следить не только за супом, но и за временем. На все про все 1,5 часа. Наконец-то настал долгожданный момент, время, когда гости фестиваля могут попробовать приготовленную уху. Тем более, что выбор огромный, у каждой команды суп получился особенным. Но мой фаворит – это уха, приготовленная на бульоне из петуха. Между прочим, это уже 2-я тарелка. Спасибо. У них самое вкусное. Знаете, почему там стояла? Потому что у них меньше воды, она очень наваристая. Я отстояла и получила свою порцию, очень вкусно. Признайтесь честно, дома можете вкуснее приготовить уху? На природе всегда вкуснее. В планах организаторов провести фестиваль «Свияжская уха» и в следующем году. Интерес гостей обещает, что масштабы только вырастут. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ «Казань». Первый не станет последним, а станет традицией. Сегодня в Казани стартовал корпоративный забег, в котором приняли участие более 300 участников из 50 команд. Работники предприятий показали физические возможности и защищали честь своей команды. В какой готовности команды увидела Алина Мингалеева. Долгожданная эстафета. Представительница прекрасного, но никак не слабого пола Оксана участвует в спортивных соревнованиях впервые. Держится наравне с мужчинами. В этом виде спорта, как и в работе, они в одной команде. Любые трудности, в принципе, они всегда сплачивают. И непосредственно эти препятствия, все 12 препятствий, которые нам пришлось пройти, каждый из них сплотил нас все ближе. 12 препятствий на протяжении 3 километров. Все этапы держались в строжайшем секрете. Гонки героев мы примерно знали, что будет, поэтому готовились, старались. Для участников забега это не только соревнования, но и здоровая конкуренция между предприятиями. Их сегодня было 50. Здоровый образ жизни, которым мы стараемся привлекать большую часть нашей молодежи, вне зависимости от того, трудятся они, учатся они. Кросс-корпорации в Казани проходят впервые. Такие спортивные соревнования организаторы планируют сделать ежегодно традиционными в начале осени. Алина Мингалеева, Рамзир Гарипов, ТНВ, Казань. Это вам не голливудские холмы. Сегодня Свияжские холмы превратились в настоящие грязевые ванны. Здесь прошел суперфинал всероссийского чемпионата «Гонка героев». 500 победителей региональных этапов боролись за главный суперприз – 1 800 000 рублей. Как это было, увидела Алина Бережная. Это не просто забег любителей спорта, это шанс почувствовать себя настоящим героем. Трасса более 10 километров, 23 препятствия и море грязи. Но для экстремалов это не преграда. Здесь собрались 500 победителей региональных этапов. Будем надеяться, что это будет весело, по крайней мере, и грязно. Подняться на вершину крутой горы, пройти по узкому бревну. Организаторы сделали трассу максимально сложной. Девушки грязи не боятся. Сегодня доказывают прекрасные милые дамы. Им предстоит пробежать 10 километров. Им не страшен ни дождь, ни холод, ни грязь. Девушки, ваши эмоции.
Среди участниц женского забега Любовь Земскова. С трассы знакома, участвует в чемпионате 4-й раз. Нравится проверять себя на прочность, выживать в сложных условиях, бороться до последнего. Скорость и время забега фиксируют специальные чипы на спортсменах. Чем меньше затрачено времени, тем ближе к победе. Сама трасса в плане подъема и спуски и препятствия были интересные достаточно. Сегодня мы уже превратились не только в федеральный, но и международный проект. Помимо 16 городов со всей страны мы уже присутствуем и в Германии, и в Азербайджане. В следующий год у нас в планах выйти на израильский рынок. Главный приз – 1 миллион 800 тысяч рублей. Между собой разделили 23 победителя, показавшие лучшее время в своих забегах. Алина Бережная, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Все яркие события этой недели, неожиданные повороты и уникальные кадры в нашей традиционной субботней рубрике «В сети». Всем привет! Прошлая суббота это было 2 сентября, а уже на следующий день было 3 сентября. Привет! Завтра 3 сентября. Переверни календарь. И в этом году интернет-акулы по созданию мемасиков не смогли сдержать себя. Вновь начался бум имени Шафутинского. Фотки, твиты, посты, видео, весь интернет, все, что в нем происходило, было посвящено великому шедевру Шафутинского. 3 сентября. Многие казанцы, да что уж там, многие все, у кого отключили на этой неделе горячую воду, были недовольны, жаловались, мол, как готовить, мыться и все такое. Короче, все как обычно. Но вот этот парень не отчаивается и находит пути решения данной проблемы. Каким шампунем пользуешься? Крутяк. Что, как водичка? Хорошенько так намылил голову и в окно под дождь. А что делать? Как-никак, вода же. Можно, конечно, погреть холодную воду и нормально дома помыться, но нет. Мы не ищем легких путей. Надо же немного экстрима добавить в жизнь. Но тут главное, друзья, не заболеть. Так что будьте осторожней. Новый горячий фонтан открылся в столице Татарстана. Фонтан, который работал буквально несколько часов. Я бы его назвал фонтан-однодневка. В Кировском районе прорвало трубу с горячей водой. И на улице вода била просто в прямом смысле ключом. Подождите. Отключили горячую воду, прорвало трубу с горячей водой. Прорвало трубу с горячей водой. Отключили горячую воду. Да не может быть. А сейчас наша постоянная рубрика «В сети с президентом». Неделя у президента, судя по Инстаграму, выдалась очень плотная и насыщенная. Он поучаствовал в открытии Болгарской исламской академии. Затем отправился на международную выставку коммерческого автотранспорта «Контранс-17», где, я так полагаю, был представлен новый КАМАЗ, затем электробус КАМАЗ и автомобили, которые производятся на территории особой экономической зоны Алабуга. Позже Рустам Минниханов отправился в Балтасинский район на сбор урожая. Ну, не своего, конечно же, но картошку вскопал и яблоки собрал. Ведь, как отметил один пользователь в комментариях, маме в деревне не важно, какой пост ты занимаешь. Картошку надо выкопать. Ну и, конечно, детишки в инстаграме президента. Открытие нового центра детского творчества. Ксения Собчак. Пойдет ли она на выборы президента? Да, интернет на данный момент бурно обсуждает этот вопрос. Буквально недавно некоторые информационные порталы заявили, что Ксения Собчак в 2018 году будет баллотироваться в президенты. Ой, уж не знаю, что там будет, но как и миллионы пользователей считаю, что это будет интересно. Но, как говорится, поживем, увидим. На этой неделе твит Мадонны разрывается просто от лайков и ретвитов. В чем суть? Почтовая компания не может доставить посылку Мадонне. Ей не верят, что она настоящая Мадонна. Даже селфи не помогло. Она выложила твит, когда целую неделю пытаешься доказать, что ты на самом деле Мадонна. Но они все равно не отдают посылку. Один из подписчиков сказал, что с этой компанией вообще лучше не связываться. И напоследок топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе. Первую строчку занимает ГДЗ – готовые домашние задания. Сразу видно, учеба началась, решать ничего не хотим, ответы ищем в интернете. Нехорошо это, ребят, нехорошо.
На второй позиции события в Мьянме, которые никого не оставили равнодушным. Также татарстанцев интересовало горе наших соседей. Потоп в Уфе. Дожди, дожди, дожди. И, кстати, Яндекс запустил новый проект для школьников Яндекс.Лицей. Так что все школьники, у вас есть еще пару дней, чтобы успеть зарегистрироваться. Уверяю вас, будет интересно. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, присылайте свои новости или видео, и мы обязательно их покажем и обсудим. А пока установка на неделю. Одеваться теплее. Погода разбушевалась, главное не заболеть. И будьте в сети. Пока. Далее в выпуске прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 200 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. С 13 по 19 сентября в Уфе пройдут долгожданные гастроли татарского театра Галяскара Камала. Легендарный театр из Казани привезет 10 лучших спектаклей. Билеты в кассах театров Гафури и Русского драматического для зрителей старше 12 лет. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. В клинике Медел лазерная эпиляция высокого уровня по суперцене. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Либридерм Сирацин. От прыщей номер 1. Выключи стресс, включи релакс. Радио Релакс FM. Карим Тинчурин. Последняя пьеса. А что ты строишь? Это домик для маленькой девочки? Это замок для принцессы. Не бывает замков без королевских башен. И без королевской крыши. Стальной бархат, надежная металлочерепица с текстурированным покрытием. Гарантия Северстали 25 лет. Казанские стальные профили. 241-03-03. 241-03-03. Дилер Nissan номер 1 в Казани «Автоцентр Марка» представляет. Берите Nissan без дилерской наценки. Скидка до 200 тысяч рублей. Подробности 4 пятерки 3 единицы. Здравствуйте! В начале выпуска интересная информация. С 1 сентября 2017 года санаторий Асы, Республика Башкортостан, объявляет акцию «Осенний ценопад». Цены падают вместе с листьями. Цены на путевки снижены до 20%. Все подробности по телефону 8 906 100 30 50. С 1 сентября санаторий Асы снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. По данным сервиса Яндекс.Погода, пасмурная и дождливая погода сохранится и завтра. На юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ночные температуры +8, днем около 10 градусов тепла. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также без осадков не обойдется. Ночные температуры до 8 градусов тепла, днем +8. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске облачно и дождливо. Ночью всего +7, днем воздух прогреется до 10 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтасе дожди пройдут в ночное время и днем.
Ночные температуры плюс 8, днем столбики термометров покажут плюс 11. На юго-западе будет теплее, чем в других районах республики. Здесь осадки не ожидаются. Ночью плюс 9, днем до 15 тепла. В центральных районах Татарстана, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше также ожидаются осадки. Дневные и ночные температуры схожи, плюс 11. В последующие дни дождливая и прохладная погода сохранится. И еще одна полезная информация. Задумались о новой кухне? Хотите быстро, качественно и недорого? Звоните в Данил Мастер. Закажите кухню сейчас и получите сушилку и мойку в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. В Казани завтра переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Температура воздуха в ночное время плюс 9-11, днем воздух прогреется до 14 градусов. Ветер северный порывистый до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%. Ожидается магнитная буря. Берегите свое здоровье. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.